А сейчас продолжим эфир обзором спортивных, экономических событий, чрезвычайных происшествий и других, осветить которые мне помогут коллеги. Начнем с актуального курса валют. Итак, согласно информации Центробанка, доллар сейчас на отметке 63 рубля и 60 копеек, евро 69 рублей и 17 копеек. Самое выгодное предложение по покупке доллара в Якутске сегодня за Восточным банком. Он предлагает цену в 63 рубля и 45 копеек. А выгоднее продает Россельхоз за 63 рубля и 95 копеек. Такая же ситуация с обменом евро. Восточный покупает за 69 рублей и 5 копеек, а продает выгоднее Россельхоз за 69 рублей и 30 копеек. Двигаемся далее, переходим к другим новостям. Россия прекратила чартерное авиасообщение с Китаем из-за коронавируса. Меру ввели для предупреждения распространения коронавируса. Под ограничения попали маршруты компании «Аэрофлот» из Москвы в Пекин, Шанхай, Гонконг и Гуанчжоу. Однако регулярные рейсы остались у 4 китайских компаний. Для обслуживания рейсов из Китая в Шереметьево выделили изолированный терминал F. Между тем, число зараженных коронавирусом в провинции Хубэй выросло почти до 52 тысяч. За прошедшие сутки выявлено почти 5 тысяч новых больных, а выписано из медицинских учреждений 690 человек. Ситуация с вирусом за пределами Поднебесной осталась на том же уровне. Случаи заражения выявлены в 24 странах, включая Россию. Необходимую дополнительную сумму на приобретение иностранных лекарств для детей с тяжелыми заболеваниями центральной нервной системы выделит правительство страны. По словам премьер-министра Михаила Мишустина, страна пока еще не может обеспечить всех нуждающихся в таких препаратах за счет собственного производства и собственных мощностей. Следить за ситуацией председатель правительства поручил вице-премьеру Татьяне Голиковой. Кроме того, Мишустин призвал министров рассмотреть некоторые направления государственной программы «Доступная среда». Аналогов в случае необходимости, кстати, в числе приоритетных, несмотря на то, что много сделано, у нас остается много вопросов. Первое. Людям с ограничениями по здоровью необходимо создать комфортные условия для посещения не только государственных и медицинских учреждений. Также это и музеи, университеты, туристические комплексы федерального значения. В рамках госпрограммы предлагается поддержать такие организации, соответственно, на конкурсной основе. Второе, надо продолжить создание в регионах базовых образовательных организаций в рамках формирования системы инклюзивного профессионального образования. Третье, нужно, чтобы как можно больше детей с ограничением по здоровью занимались в кружках, в секциях. И к 2025 году до 75% таких детишек должны быть охвачены занятиями. А также, чтобы они могли ездить в детские центры отдыха и оздоровления. Скидку на оплату услуг ЖКХ предложили ввести депутаты Госдумы. В качестве механизма, который позволит гражданам сэкономить на оплате, авторы инициативы предлагают рассмотреть возможность отказа от получения бумажных квитанций по квартплате, оплате электроэнергии, газа и другим коммунальным услугам. Размер скидки, по мнению парламентариев, можно будет рассмотреть после принятия соответствующего решения. В документе также отмечается, что возможность получать бумажные квитанции для всех желающих должна сохраниться. ВТБ откажется от пластика при производстве банковских карт. Более подробно об этом готова рассказать Нюргуяна Иванова в рубрике «Новости экономики». Нюргуяна, а что будут использовать вместо пластика? Василий, я тебя приветствую. Карта будет изготовляться из полилактида. Это возобновляемый биологический источник, который легко перерабатывается и не загрязняет окружающую среду. По продолжительности жизни она не уступает аналогам из стандартного пластика, и ожидается, что за год на нее перейдут до 1 миллиона клиентов ВТБ. В эфире «Новости экономики» на Якутия-24. В студии работает Нюргуяна Иванова. Руководители госкомпаний будут отвечать за повышение производительности труда. Минэкономразвития разработала специальную методику. Так, ведомство предлагает закрепить в трудовых договорах руководителей госкомпаний обязательство ежегодно повышать производительность труда на 5%. Некоторые компании начали работу в данном направлении. Например, в РЖД уже вынесли данные изменения на повестку Совета директоров и заложили прирост производительности труда в свою долгосрочную программу развития. В Аэрофлоте заявили, что существующая методика не учитывает особенности гражданской авиации, а в Алросе уже установили целевой прирост производительности труда по итогам текущего года на уровне 5%.
Якутский газоперерабатывающий завод «Сахатранснефтегаза» планирует в следующем году в 2 раза увеличить производство сжиженных углеводородных газов. Это станет возможным после модернизации газофракционирующей установки. Финансирование будет осуществляться из собственных и заемных средств. Помимо этого, на заводе планируется установка по производству сжиженного природного газа, которая позволит обеспечить газом удаленные села в Якутии, где не могут провести магистральный газопровод из-за больших расстояний. Ее проектирование начнется в этом году, реализация запланирована на 2023 год. Кроме того, сжиженный природный газ представляет интерес как газомоторное топливо для большегрузной и железнодорожной техники, для выработки электроэнергии в качестве топлива для дизельных комплексов. Порядка 350 новых рабочих мест планируется создать в Якутии в рамках пилотного проекта «Занятость на селе». По итогам первого квартала текущего года Госкомзанятости населения региона проведет анализ влияния проекта на снижение уровня бедности в пилотных районах, которые участвуют в данной программе. Отметим, что проект «Занятость на селе» направлен на снижение уровня безработицы и создание условий для трудоустройства сельского населения республики путем адресного подхода и консолидации всех государственных программ в сфере занятости населения. Компания «Алроса» в апреле запустит проект по повышению операционной эффективности Айхальского ГОКа. Работа началась еще в конце прошлого года. Как сообщили в компании, эксперимент по внедрению проекта «Идеальная смена» уже успешно прошел на Нюрбинском и Удачинском комбинатах. Предварительные результаты показали рост производительности и уменьшение простоев в карьерной технике. Основными направлениями идеальной смены на Айхальском комбинате станут пит-стоп, хот-сит и плавающая пересменка. Пит-стоп предполагает, что полное ежемесячное обслуживание, заправка и осмотр горной техники будут проходить в одно время и в одном месте. Хот-сит подразумевает привлечение подменного водителя карьерного самосвала на время обеда основного. А плавающая пересменка позволяет обеспечить непрерывность рабочего процесса. 2 новых мостовых перехода построят в селе Сюльдюкар Мирнинского района Якутии. Минтранс республики предоставит субсидию из дорожного фонда на проектирование. В ведомстве уточнили, что заявка на субсидию уже рассмотрена и поддержана комиссией. На разработку проектно-сметной документации направят 3 миллиона 600 тысяч рублей. Аэропорт города Мирного получил разрешение на прием самолетов «Аэробус-321» и его модификаций. Отметим, что к аэропортам, желающим принимать у себя авиарейсы на «Аэробус», предъявляются повышенные требования. Так, в аэропорту Мирного проводилась специальная проверка на соответствие аэродрома, спецтранспорта и средств механизации нормам для приема рейсов на самолетах типа А-321. Также персонал аэропорта прошел дополнительную подготовку по наземному обслуживанию крупных самолетов. Допуск нового типа воздушного судна даст развитие воздушным перевозкам из Мирного в Новосибирск и Москву. На этом у меня все. Оставайтесь в курсе экономических событий на Якутия-24. Василий, это были все новости к этому часу. Передаю тебе слово. Евгения, спасибо за обзор. Ну а мы переходим к событиям за рубежом. Мировые новости далее в эфире. За минувшие сутки от коронавируса в Китае погибли 242 человека. Это рекордный показатель за всю эпидемию. Количество инфицированных выросло разом на 15 тысяч. Подробности у Романа Чурикова. Власти Китая зафиксировали рекордный рост смертей от нового коронавируса. За последние сутки только лишь в провинции Хубэй, центре эпидемии, от болезни скончались 242 человека. Это более чем в 2 раза выше прежнего антирекорда, зафиксированного Министерством здравоохранения КНР. Главная причина в том, что медики стали использовать другой способ подсчета инфицированных. При этом неясно, в чем именно заключается нововведение. Как непонятно и почему количество погибших подскочило настолько резко. Эти новости особенно неожиданны на фоне сообщений, распространенных Пекином накануне. В них утверждалось, что смертность от коронавируса пошла на спад впервые за 2 недели. Теперь же власти Китая говорят, что начали пересмотр старых данных и историй болезни. А для подтверждения заражения инфекцией 2019 НСОВ впредь будет достаточно только результатов компьютерной томографии. Еще одна причина резкого роста смертности может заключаться в том, что в КНР наблюдается острая нехватка наборов для приема анализов на инфекцию. Рейтер сообщал об этом в январе.
И, вероятно, у некоторых пациентов заразу диагностировали с большой задержкой. Таким образом, по обновленным данным, число официально признанных больными коронавирусом в Китае возросло сразу на 15 тысяч человек. Теперь подтверждено 48 тысяч заражений, и это только в КНР. На этой неделе свою делегацию в страну отправила Всемирная организация здравоохранения. Ранее один из ее руководителей заявил, что пока невозможно предсказать, когда эпидемия пойдет на спад. Эммануэль Макрон решил лично оценить скорость, с которой тает самый известный ледник во Франции. Исчезновение Мэр де Глас. Вопрос не только экологии, но и экономики, а также трудоустройства тысяч жителей Альп. Все подробности у Романа Чурикова. Мэр де Глас – одна из главных и популярных достопримечательностей во французских Альпах. Ледник, расположенный неподалеку от Монблана, ежегодно посещают сотни тысяч туристов. Тем, кто любуется им сейчас, повезло. У их детей и внуков, вероятно, такой возможности уже не будет. Дело в том, что ровно 90 лет назад Мэр де Глас выглядел вот так. С тех пор площадь ледника уменьшилась на треть, а к концу века это чудо природы исчезнет практически целиком. По последним расчетам университета Гренобля, от него останется не больше 20%. Причина – глобальное потепление. Средняя температура в этих краях выросла на 3 градуса по Цельсию. Этого озера вот тут не было. Раньше ледник доходил почти до самой деревни, но потом начал отступать и оставлять за собой только горы булыжников. Если встать повыше, то становится ясно, что теперь Мэр де Глас во многом стал черным ледником. В нем больше грязи, чем замороженной воды. И самое страшное, что этот процесс ускоряется. Периоды жары становятся все более интенсивными и длятся все дольше. Эти опасения местные бизнесмены и чиновники высказали сегодня Эммануэлю Макрону. Французский президент посетил Шамани, чтобы лично оценить масштаб катастрофы. Вместе с ним приехала и министр окружающей среды Пятой Республики. Никаких публичных заявлений глава государства делать не стал, но ранее он неоднократно призывал лидеров стран G20 больше внимания обращать на проблему глобального потепления. А пока Макрон лишь наблюдает за таянием ледника, местный бизнес уже подсчитывает убытки. Например, компании, занимающиеся проведением экскурсий к Мэр де Глас, в этом году придется построить еще 2 секции лестницы, ведущей к Глетчеру. Ведь ледник тает так быстро, что нынешняя смотровая площадка от него уже слишком далеко. А летом придется перекладывать пешеходные маршруты. Но это мелочи по сравнению с возможными потерями курорта Шамани, где до 2/3 всех жителей трудятся в туристической отрасли, а доходы от приезжих составляют половину городского бюджета. Мы первыми испытываем на себе последствия погодных аномалий. Мы думали, что они коснутся наших детей, но нет, они касаются уже нас. Впору объявлять чрезвычайное положение, ведь действовать нужно очень быстро. Быстро надо действовать и туристам, желающим увидеть Мэр де Глас. Ведь уже через пару десятков лет на этом месте будут в основном только разбросанные камни. Белый медвежонок, появившийся на свет в ноябре в Венском зоопарке, в этот четверг впервые появился перед посетителями и увидел солнечный свет. О событии расскажет Артем Сторонов. 4-месячный детеныш белого медведя в четверг впервые предстал перед публикой в зоопарке Вены. Он появился на свет 9 ноября. Это первый белый медвежонок, родившийся в австрийской столице за 12 лет, говорит директор зоопарка Стефан Херинг-Хагенбек. Сегодня мы все пережили просто фантастический момент. Наш маленький медвежонок впервые увидел солнечный свет. Он вышел из своего загона вместе с матерью, и среди зрителей прошел ропот. Ведь это 2 больших разницы – видеть такого замечательного и милого зверя вживую, а не на экране телевизора или телекамеры. Как говорят смотрители, белая медведица по кличке Нора прекрасно справляется с материнскими обязанностями. По данным местных изданий, в ноябре она родила двойню, но один из малышей не выжил. Пол второго детеныша сотрудникам зверинца пока неизвестен. Кличку ему тоже еще не придумали. Выбирать имя будут по результатам конкурса из вариантов, предложенных посетителями в социальных сетях.
Переходим к теме чрезвычайных происшествий. В одном из ресторанов Якутска произошла кража. В полицию обратилась сотрудница, которая рассказала, что накануне вечером во время смены она положила свой смартфон на барную стойку заряжаться. В это время за стойкой находились посетители. Спустя некоторое время заявительница обнаружила, что сотовый телефон пропал. Продолжит тему мой коллега Юрий Осипов. Юрий, удалось найти вора? Василий, здравствуй. Да, его поймали. Вором оказался 26-летний безработный уроженец Момского района. Он воспользовался тем, что бармен отвлекся и незаметно украл телефон. Украденное он успел продать, но сейчас в его отношении возбудили уголовное дело по статье «Кража». Здравствуйте, вы смотрите обзор чрезвычайных происшествий, в студии Юрий Осипов. В Сунтарском районе мать 6 несовершеннолетних детей осудили за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей. Об этом сообщает прокуратура Якутии. В суде установили, что женщина уже 7 раз привлекалась к административной ответственности, а также неоднократно привлекалась к ответственности за появление в общественных местах в состоянии опьянения. Пока матери не было дома, в том числе из-за злоупотребления ею алкогольных напитков, дети неоднократно поступали в Сунтарский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних. Она не обеспечивала их сезонной одеждой и школьными принадлежностями. При выезде с ребенком с ограниченными возможностями здоровья на обследование в Якутск, она, несмотря на то, что заболевание ребенка предусматривает наличие постоянного внимания и ухода, оставила его в лечебном учреждении без указания своих координат и злоупотреблением в дальнейшем спиртными напитками. Суд рассмотрел материалы уголовного дела и приговорил женщину к 220 часам обязательных работ. Как сообщалось ранее, прокуратура района при выявлении факта длительного неисполнения женщиной своих родительских обязанностей и непринятия в связи с этим органами профилактики должных мер внесены представления в адрес образовательных учреждений, органа опеки, комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, ПДН отдела МВД России по Сунтарскому району. По результатам рассмотрения актов прокурорского реагирования приняты меры к устранению нарушений и недопущению их впредь. В том числе по заявлению органа опеки и попечительства женщина лишена родительских прав, дети переданы на воспитание в учреждения для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Виновные лица привлечены к установленной законом ответственности. В Нерюнгринском районе полицейские раскрыли кражу, совершенную группой лиц. В полицию обратился индивидуальный предприниматель. Он рассказал, что из помещения, принадлежащей ему базы, украли имущество на сумму 87 тысяч рублей. По подозрению в краже были установлены 4 подозреваемых. Ими оказались молодые люди в возрасте от 24 до 25 лет, ранее уже привлекавшиеся к уголовной ответственности. Организатором преступления выступил один из подозреваемых, ранее работавший на потерпевшего и затаивший на него обиду. В день происшествия он выпивал со своим товарищем. Зная, что на базе есть ценные вещи, он предложил ему совершить кражу, на что тот согласился. Разбив окно, злоумышленники проникли внутрь помещения и похитили оттуда 73 килограмма замороженного мяса, телевизор и перфоратор. Поняв, что вдвоем они не смогут все унести, позвали на подмогу еще 2 приятелей. Они погрузили украденное в машину прибывших на помощь, но злоумышленникам показалось этого мало, и они решили забрать и оставшиеся 71 килограмм мяса. Затем подельники разделили добычу между собой. Сейчас в их отношении возбудили уголовное дело. 2 подозреваемых заключены под стражу. В отношении 2 других избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Мошенники обманули жительницу Нерюнгри. Ей позвонил мужчина и представился сотрудником банка. Сообщил, что с ее карты кто-то пытался снять 600 рублей. Чтобы этого не произошло, необходимо назвать код, который придет в СМС. Потерпевшая так и сделала. Далее звонивший сообщил, что данная операция заблокирована. И, продолжая разговор, поинтересовался, не оформляла ли она кредит в размере 950 тысяч рублей. На что заявительница ответила отрицательно. Тогда лжесотрудник сказал, что необходимо срочно явиться в офис банка, снять указанную сумму и досрочно погасить кредит. Иначе будут большие проценты за просрочку. Женщина послушала афериста и отправилась в банк. В этот момент ей поступило СМС-сообщение, что на ее карту зачислено 950 тысяч рублей. Все это время мужчина продолжал разговаривать с потерпевшей, не давая ей возможности что-либо спросить у сотрудников банка, и все время повторял, чтобы она никому ничего не говорила, так как это банковская тайна. Заявительница сняла с карты 860 тысяч рублей, так как сумма страховки в размере более 90 тысяч рублей была сразу списана, и ей не хватало для якобы погашения кредита, то она сняла со своей кредитной карты еще 100 тысяч рублей. Далее мошенник сказал, что необходимо пойти в отделение другого банка и через банкомат положить всю сумму на номера счетов, которые он ей продиктует. Что женщина и сделала. После этого звонивший повесил трубку.
И когда уже я, очнувшись от этого гипноза, будем говорить так, начала смотреть печати, которые мне выслали, смотреть номера телефонов, проверять в интернете, откуда же все-таки мне звонили, выяснилось, что это мошенники. Будьте внимательны, берегите свои деньги, берегите свои средства, берегите своих родных, чтобы не попасть в такую же ситуацию, как я. Это была рубрика «Чрезвычайные происшествия». Увидимся в следующем эфире. Василий, к этому часу у меня вся информация. Я продолжу следить за событиями. Да, Юрий, спасибо. А я напомню нашим телезрителям, что обзор чрезвычайных происшествий для нас провел мой коллега Юрий Осипов. Тем временем ведущие ученые региона обсуждают актуальные проблемы языков коренных малочисленных народов Якутии. Научно-практическая конференция проходит в здании Института гуманитарных исследований. В нем принимают участие научные сотрудники, языковеды, преподаватели СВФУ и студенты. Важными темами конференции стали синхронизация языков, цифровизация лингво-культурного наследия коренных народов Якутии, также создание словарей, работы по переводу. По словам ученых-языковедов, сейчас проводится систематическая работа по развитию и сохранению языков КМНС. Несмотря на это, вопрос остается более чем актуальным. Для его решения нужно эффективно применять новые технологии в языковом пространстве. Например, мы разрабатываем различные приложения. Это, скажем, сейчас это на CD-дисках, может быть, какие-то носители, это, может, какие-то программы, приложения, которые разрабатывают как разговорники к смартфонам. А также наиболее сейчас популярное, к чему подключаются особенно дети, это изучение родных языков через WhatsApp-приложение. Мы с моей коллегой по лесному диалекту и по тундровому проводим занятия в режиме онлайн по WhatsApp. Создаются мультфильмы различные на родных языках, создаются какие-то фильмы. Провести время с пользой и удовольствием. Александр Хавренко готов рассказать о том, куда можно сходить в эти выходные в Якутске. Ему слово. Да, приветствую, Василий. Кинотеатры и театры города, как всегда, приготовили для своих зрителей много всего интересного в ближайшие выходные. На большой экран вышел один из самых долгожданных фильмов этого года «Джентльмены». Ну, во-первых, потому что его снял один из признанных мастеров жанра Гай Ричи, а во-вторых, потому что ему удалось собрать невероятный актерский состав. Судите сами. Мэтью МакКонахи, Чарли Хэннем, Мишель Докери, Джереми Стронг, Колин Фаррелл, Генри Голдинг и Хью Грант. Талантливый выпускник Оксфорда, применив свой уникальный ум и невиданную дерзость, придумал нелегальную схему обогащения с использованием поместья обедневшей английской аристократии. Однако, когда он решает продать свой бизнес влиятельному клану миллиардеров из США, на его пути встают не менее обаятельные, но жестокие джентльмены. Встречается обмен любезностями, который точно не обойдется без перестрелок и парочки несчастных случаев. Также на большой экран вышло продолжение спортивной мелодрамы 2017 года «Лед 2». Что происходит в сказках после свадьбы принцессы и принца? Фигуристка Надя и хоккеист Саша поженились и больше всего на свете мечтают о ребенке. Правда, цена, которую им придется заплатить за эту мечту, будет невообразимо высокой. Кажется, что после таких потрясений рассчитывать на счастливый конец уже невозможно. Но если вы так думаете, вы ничего не знаете о настоящих сказках. Еще одна премьера недели – фильм «Скандал». История женщин, которые разоблачили и свергли с трона своего босса, печально известного основателя самой могущественной и противоречивой медиа-империи всех времен. В основу картины легли истории нескольких сотрудниц телеканала Fox News, обвинивших в сексуальных домогательствах своего генерального директора. Главные роли в фильме сыграли Шарлиз Терон, Николь Кидман и Марго Робби. В пятницу Саха Академический театр приглашает на спектакль «Безумный Ньюкус. Сердце» по произведению Платона Аюнского. В постановке Сергея Потапова. Спектакль «Метаморфоза» был поставлен в Саха-театре к 120-летнему юбилею автора. Прототипом главного героя является провидец, философ из народа Николай Иванович Попов. Он был сожжен на костре белобандитами. Спектакль «Сердце» поставлен из 11 коротких рассказов положений Платона Аюнского и повествует о нравах и обычаях якутской семьи, в бытность которой внезапно вторглась гражданская война. В субботу в Саха-театре покажут спектакль «Золотой гроб» по повести Дмитрия Федорова. Действие разворачивается в 30-х годах прошлого века. По сюжету семью главного героя люди обвиняют в том, что их дед после смерти обратился в злой дух. Главные герои обнаруживают, что его дед оказывается жив. Он нашел веками спрятанный золотой гроб и сдает его властям. Этим он очищает честь своего рода.
Русский театр приглашает на спектакль «Капитанская дочка». Спектакль поставлен Андреем Борисовым по повести Александра Пушкина, действие которой происходит во времена восстания Емельяна Пугачева. Впервые повесть была опубликована без указания имени автора в 4-й книжке журнала «Современник», поступившей в продажу в последней декаде 1836 года. В воскресенье Русский театр приглашает на постановку «Out of Order» или «13-й номер». Ничего не предвещало беды, когда помощник премьер-министра пригласил с хорошо известными намерениями в гостиничный номер хорошенькую секретаршу Джейн. Все было хорошо до той самой секунды, когда Джейн внезапно обнаруживает в номере мертвое тело. Может быть, это грабитель, которого придавила упавшая оконная рама. Если заявить о нем в полицию, не избежать разоблачения амурных подвигов Ричарда и громкого политического скандала. Ричард срочно вызывает своего личного секретаря Джорджа, и совместными усилиями они пытаются спрятать труп. При этом каждый их шаг лишь запутывает ситуацию, которая все больше и больше усугубляется появлением управляющего отелем, а затем жены Ричарда и ревнивого мужа Джейн. Не говоря уже о том, что покойный грабитель оказывается, а вот кем он оказывается, узнаем в театре. В воскресенье Саха академический театр приглашает на спектакль «Керекен» по произведению Платона Аюнского, режиссер Руслан Тараховский. Повесть о легендарном прародителе 4 известных родов Татинского улуса Платон Аюнский написал в 1936 году. По преданию, князь из шаманского рода Жексагон после поражения русским колонизатором Тыгына-Дархана повел свое войско в поисках мирной жизни по ту сторону реки Лены, где его ожидала кровопролитная междоусобица якутских племен. На этом у меня все. Нескучных вам выходных. Да, Александр, спасибо. Действительно, есть что посмотреть на этих выходных. Ну а мы переходим к новостям спорта. Чемпионат мира по санному спорту, который пройдет в Сочи с 14 по 16 февраля, станет единственным мировым первенством по олимпийским видам спорта на территории России в 2020 году. В соревнованиях примут участие более 100 спортсменов из 19 стран мира. Местом проведения чемпионата мира станет санно-бобслейская трасса в Красной Поляне, где в 2014 году проходили олимпийские соревнования по саням, бобслею и скелетону. Подробности узнаем у Полины Долинской. Полина, что ждет участников на чемпионате мира? Здравствуй, Василий. На чемпионат мира будут разыграны 7 комплектов наград среди мужчин и женщин, а также в рамках соревнования пройдет молодежный чемпионат для спортсменов в возрасте до 23 лет, который включит в себя мужской и женский личные турниры, а также гонки среди мужских экипажей саней и двоек. Это новости спорта на Якутия-24, в студии Полина Долинская. Чемпионат мира по санному спорту стартует сегодня в Сочи. В соревнованиях примут участие более 100 спортсменов из 19 стран мира. На чемпионате мира будут разыграны 7 комплектов наград. В пятницу определятся победители в спринте у мужчин, женщин и в соревнованиях мужских экипажей саней и двоек. В субботу станут известны чемпионы мира в личном женском турнире и заездах на санях-двойках. Завершится мировое первенство в воскресенье, когда будут разыграны медали в командной гонке у мужчин. В состав сборной России на домашнее первенство вошли Татьяна Иванова, Виктория Демченко, Екатерина Катникова, Олеся Михайленко, Роман Репилов, Семен Павличенко, Максим Аравин и Александр Горбацевич, а также экипажи Александр Денисев, Владислав Антонов, Владислав Южаков, Юрий Прохоров и Константин Кашин, Всеволод Коршунов. Завершится чемпионат мира 16 февраля. Россиянка Наталья Воронина завоевала бронзовую медаль чемпионата мира по конькобежному спорту на отдельных дистанциях в забеге на 3000 метров. Победу одержала чешская спортсменка Мартина Саблякова. Второе место заняла представительница Нидерландов Карлей Ахтерке. На 4-й позиции еще одна наша соотечественница, россиянка Евгения Лаленкова. А вот Елена Сахрякова была дисквалифицирована из-за сбитой фишки. В командном спринте женская сборная России заняла 2-е место на отдельных дистанциях. Победа принадлежит сборной Нидерландов. 3-е место заняли польские конькобежки. Чемпионат мира проходит в Солт-Лейк-Сити и завершится он 16 февраля. Футболисты Милана сыграли в ничью с Ювентусом в первом матче полуфинала Кубка Италии. Встреча завершилась со счетом 1-1. В составе Милана гол забил Анте Ребич. Криштиану Роналду отличился у Ювентуса. К слову, Роналду отличился уже в 6 матчах подряд во всех турнирах. Милан и Ювентус в 14-й раз встречались в рамках Кубка Италии. Миланский клуб ни разу не одерживал победу. На счету Ювентуса 8 побед. Еще 6 встреч завершились результатом в ничью. Милан 5 раз выигрывал Кубок Италии, Ювентус 13 раз завоевывал трофей, что является рекордом турнира. Ответная встреча между командами пройдет 4 марта в Турине.
Новосибирская «Сибирь» обеспечила себе выход в плей-офф континентальной хоккейной лиги. Это стало известно после поражения пекинского «Кунлуня» и владивостокского «Адмирала». Накануне «Кунлунь» в гостях потерпел поражение от Череповецкой «Северстали» со счетом 1-2. «Адмирал» на выезде проиграл «Авангарду». Результат встречи 2-5 в пользу Омского хоккейного клуба. «Сибирь» набрала 66 очков в 56 матчах и занимает 5-е место в таблице Восточной конференции за 6 матчей до окончания регулярного чемпионата. Отрыв от «Кунлуня», которым остается провести 3 игры, достиг 7 очков. «Адмирал» также потерял шансы опередить «Сибирь» в турнирной таблице Восточной конференции. В активе Владивостокского клуба 54 очка после 56 встреч. Таким образом, «Сибирь» не опустится ниже 8-го места и впервые за 4 года будет участвовать в плей-офф. Ранее выход в плей-офф себе гарантировали московские ЦСКА, «Динамо» и «Спартак», санкт-петербургский «СКА», казанский «Акбарс», омский «Авангард», хельсинский «Юкерит» и Нур-Султанский «Борис». В матче группового этапа командного чемпионата мира по бадминтону мужская сборная России победила команду Польши и вышла в плей-офф. Результат встречи – счет 4-1. По итогам 3 матчей на групповой стадии сборная России занимает 1-е место, победив в первых 2 встречах команды Исландии и Австрии. Ранее выход в плей-офф с 1-го места гарантировала себе женская сборная России. В четвертьфинале российские бадминтонисты встретятся с командой Болгарии, а женская сборная России сыграет с соперницами из Шотландии. Обе встречи пройдут 14 февраля. Соревнования проходят во французской Лье-Вене. Командный чемпионат мира по бадминтону завершится 16 февраля. Хорошие новости для поклонников борьбы пришли с берегов Италии. В Риме в первый медальный день чемпионата Европы по борьбе женская сборная России завоевала 5 наград. Россиянки завоевали 3 золотые и 2 бронзовые награды. Победы одержали Ольга Хорошевцева в весе до 55 килограммов, Ханум Велиева весовая категория до 68 килограммов и Екатерина Букина вес до 76 килограммов. Бронзовые награды в активе Миланы Дадашевой и Любови Овчаровой. Соревнования среди женщин завершаются 14 февраля. После этого начнутся мужские соревнования по вольной борьбе. Сам чемпионат Европы завершится 16 февраля. На этом у меня все. Будьте в курсе событий спорта на Якутия-24. Василий, передаю тебе слово. Полина, спасибо за обзор. Ну а мы возвращаемся к теме сегодняшних праздников. В Нерюнгринском районе пара решила справить свадьбу в день Святого Валентина. О том, как проходит празднество и что чувствуют сами молодожены, узнаем у Екатерины Павловой. Екатерина, здравствуй, тебе слово. Здравствуй, Василий. День Святого Валентина либо ругают, что праздник не наш, либо отмечают бурно, с романтическими свиданиями, охапками роз, подарками. Некоторые идут еще дальше, решают сыграть свадьбу 14 февраля. Кстати, это очень удобно. Никогда не забудешь годовщину свадьбы, и потому что она совпадает с этим прекрасным романтическим днем. Сколько же пар в городе Нерюнгри сегодня решили узаконить свои отношения, мы узнаем у главного специалиста Марии Поповой. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, сколько сегодня пар в Нерюнгри решили узаконить свои отношения и насколько больше или меньше по сравнению с прошлым годом? В этом году решили узаконить свои отношения 7 пар. То есть на сегодняшний день назначено 7 регистраций заключения брака. В прошлом году, несмотря на то, что это была не торжественная регистрация, то есть данный праздник выпал на четверг, пар было на одну больше, их было 8. Ну а самый большой бум, конечно, пришелся на 14 февраля 2014 года, их было 14. Хорошо, скажите, пожалуйста, а чем роспись в праздничный день отличается от обычного дня? Ну, в праздничные дни, в принципе, отличий особых нет, просто есть неторжественные регистрации, есть торжественные регистрации браков. В праздничные дни, вне зависимости от того, на какой день недели она выпадает, она у нас проводится в торжественной обстановке, приглашается телевидение и представители администрации района либо городской для того, чтобы поздравить молодых. А скажите, пожалуйста, есть ли сегодня праздники, которым удается переплюнуть День Святого Валентина или какие-то даты определенные? На 20 февраля 2020 года, в связи с тем, что у нас получается дата и месяц, они зеркальные,
Подано 10 заявлений. По части того, сколько все-таки регистраций будет в этот день, сказать ничего не могу. Это будет видно уже конкретно 20 числа. Также очень большое количество регистраций у нас приходится на те даты, которые являются зеркальными, либо символизируют какую-то бесконечность. Как, например, это было 8 августа 2008 года. Их тоже было или 14, или 16 пар. Вот. Ну, в принципе, как-то так. На 8 июля у нас тоже очень много желающих подать, потому что данный праздник, наверное, граждане у нас ассоциируют с русским днем влюбленных. Ну, это противники тех, кто не хочет отмечать 14 февраля. Спасибо, пожалуйста. Спасибо большое. Ну, как мы знаем, Валентинов день наполнен энергией любви и романтичности, поэтому неудивительно, что многие молодожены выбирают именно эту дату. Но на самом деле не важно, какая дата на календаре. Главное, чтобы чувства были крепкие. Василий? Да, Екатерина, спасибо. Ну а что такое любовь, по мнению якутян, и какие подарки они подготовили своим вторым половинкам, узнаем у Дарины Осиповой. Для многих День Святого Валентина – это любовь и нежность, а для кого-то это очередной повод порадовать близкого человека. Жители столицы рассказали, что значит любовь по их мнению и с чем у них ассоциируется этот праздник. День Святого Валентина – это праздник всех влюбленных, всех близких. Это можно даже сказать, что это семейный праздник. И в этот день мне очень важно получить яркие, запоминающие эмоции. Праздник для влюбленных – это круто. День Святого Валентина – это день влюбленных. Ну и все. Ой, я даже не праздную. Просто праздник влюбленных, типа. В разных странах существуют свои традиции в День всех влюбленных. К примеру, итальянцы этот день называют сладким и дарят друг другу конфеты. В Дании дарят друг другу засушенные белые цветы и валентинки без подписи. А в России к выбору подарка подходят по-разному. Ну, подарил бы цветы, розы именно. Не знаю, сколько. Я цветы не люблю, и для меня такой самый лучший подарок – это пойти со своей второй половинкой, там, погулять по городу, провести вместе время. Украшения и что-то пригодное для хозяйства. Хотелось бы получить в подарок цветы. Ну, например, герберы от любимого человека. Цветочные магазины города завалены заказами. Звонки поступают один за другим. Алло, цветочный магазин. Здравствуйте. Белые розы, 25 штук. Хорошо, отправим. Хорошим спросом пользуются белые розы. Это знак чистой любви и верности. И вот уже очередной букет готов к отправке. Конечно, цветы и подарки всегда приятны, но любовь, забота и внимание – вот главный ключ к сердцу любимого человека. Дарина Осипова, Джоустан Накентьев, Якутск. Но, наверное, самое необычное признание в любви в День Святого Валентина совершит сегодня калининградский экстремал. Он многократный чемпион мира по плаванию в ледяной воде Олег Рязанов. Повелитель холода, как его прозвали в социальных сетях, заморозит себя в ледяном луке в форме сердца. Специально для этого он прилетел в Якутск. Ульяна Шагина находится сейчас в ледовом городке на 202-м микрорайоне, где и должно произойти это действие. О том, готов ли повелитель холода, нам расскажет Ульяна Шагина, которая там сейчас находится. Ульяна, тебе слово. Добрый день. Мы сейчас находимся на 202-м микрорайоне. Именно здесь в 13 часов калининградский экстремал Олег Рязанов покажет свой трюк. Ляжет он вот в эту вот лунку, где он уже написал признание в любви своей супруге Ирине. Ровно в 13 часов начнется действие. Он ляжет вот в эту лунку, и его засыпают снегом и зальют водой. Главная задача трюкача – не дышать 13 минут. И сейчас он, конечно же, активно готовится. Приехали медики, научные сотрудники, взяли у него анализы. Сейчас он проходит дыхательные упражнения. И послушаем, что он рассказал журналистам перед трюком. Ну, Якутия единственный регион, где еще есть стабильный холод, да. Хотя было сомнение буквально 2 дня назад, когда я прилетел, было минус 19 градусов, да, но сегодня Якутия подтвердила мне свое право быть самым холодным регионом. Вот. Нужно, чтобы лед быстро схватился. Для этого нужна низкая температура, собственно, поэтому Якутия.
есть четкое понимание, что я должен сделать, чтобы продолжать молодеть, да. Поэтому я делаю для того, чтобы стать вечно молодым. Где-то еще промелькнуло, что ты это делаешь для своей девушки. А это в том числе, конечно. То есть сегодня же День Святого Валентина. Вот эта Валентинка, это не для девушки, для моей супруги, да, Ирины. Сейчас я эту Валентинку подготовлю. То есть потом вы уже снимете это, как она будет выглядеть. Да, поэтому, Иринка, я безумно тебя люблю. Да, ты экстремалка гораздо круче, чем я. Потому что быть женой повелителя холода — это экстрим гораздо серьезнее, чем я делаю. Отмечу, что приехав еще во вторник, он как раз обнаружил здесь очень теплую погоду. Но сегодня, как мы видим, погода помогает калининградскому экстремалу. Сегодня у нас в Якутске минус 39. Так что посмотрим, удастся ли ему совершить свой трюк. Народу сегодня немного. Наверное, сказалась и холодная температура, и то, что сегодня рабочий день. Но, несмотря на это, у Олега Рязанова боевой настрой. И о том, получился ли у него трюк, вы увидите в вечерних выпусках новостей. У меня все. Да, Ульяна, немного уточню. Минус 39 в Якутске было утром, но о том, какая в эти часы погода и вообще среднесуточная погода установилась на территории крупных городов Якутии, мы узнаем прямо сейчас. Итак, в Алдане минус 19 градусов. Ветер дует со скоростью 5 метров в секунду, довольно сильный. Давление 707 миллиметров ртутного столба. Тепло сегодня в Западной Якутии. Так, в Ленске минус 13 градусов. Облачно, и ветер дует со скоростью 4 метра в секунду. В Мирном чуть холоднее, также облачно. Температура воздуха там минус 17 градусов, ветер чуть слабее 3 метра в секунду. В столице Южной Якутии, Нерингре, сегодня минус 16, облачно, ветер сильный 6 метров в секунду, давление 702 миллиметра ртутного столба. И в Якутске на термометрах сегодня минус 30 градусов днем, ветер слабый 1 метр в секунду, давление 760 миллиметров ртутного столба, облачность переменная. Ну а к этому часу у нас пока вся информация. Спасибо за внимание и до свидания.